Или, скажем, по поводу сацебели. Ничего, что вообще-то сацебели это абхазское слово асацбал. Вот. На самом деле, это тоже слово абхазское происхождение, об этом тоже сегодня мало кто в Абхазии знает. Или, скажем, по поводу сацебели. Ничего, что вообще-то сацебели это абхазское слово асацбал. Вот. На самом деле, это тоже слово абхазское происхождение, об этом тоже сегодня мало кто в Абхазии знает. В сегодняшней Абхазии, в условиях оккупации, местные сепаратисты активно занимаются присвоением грузинского культурного наследия. В случае храмов и других памятников материальной культуры, об их строителях свидетельствуют сами эти памятники с помощью грузинских надписей, сохранившихся на их стенах. А что касается грузинского нематериального культурного наследия, в том числе и грузинской кухни, следует отметить, что абхазские сепаратисты часто игнорируют создателя этой кухни и присваивают себе авторство того, что на самом деле принадлежит грузинскому народу. Многие сепаратисты старательно скрывают, а в ряде случаев вообще отрицают, грузинское происхождение некоторых грузинских блюд, которые они предлагают туристам, приезжающим на отдых в оккупированную Абхазию. Очередным примером присвоения принадлежности грузинской кухни является утверждение молодого абхаза Дениса Гопия о том, что название грузинского соуса сацебели будто имеет абхазское, апсуйское происхождение. Прежде чем самому поверить и далее распространять подобные утверждения, Денис Гопия мог бы сначала ознакомиться с этимологией грузинского слова сацебели, так как это слово имеет чисто грузинское происхождение, все его составные части принадлежат исключительно грузинскому языку и не имеют никакой связи с абхазским языком. На канале Роганели мы уже разоблачали ложь абхазского историка Дениса Гопия о том, что Лаша, второе имя царевича Георгия, сына царицы Тамары, будто является абхазским, апсуйским именем. Мы представили достоверную этимологию имени Лаша и объяснили абхазской аудитории, что означает грузинское имя Лаша на грузинском языке. После просмотра нашего разоблачительного видео, многие абхазы осознали, что до этого они находились в плену фальсифицированной историографии и искренне верили в нарратив сепаратистов, которые убеждали их в лжи об абхазском происхождении грузинского имени Лаша. А на этот раз мы предлагаем разобрать слово сацебели, выяснить его истинное происхождение и установить, в лоне какого языка было оно создано. При морфологическом разборе слово сацебели делится на приставку, корень, суффикс и окончание. Разбор слова сацебели показывает, что процесс словообразования произведен в соответствии с морфологическими правилами грузинского языка. В этом процессе участвовали те словообразовательные элементы, которые характерны для грузинского языка. Примечательно, что в подобии сацебели произведены такие грузинские слова, как сачичели, сагрихели, сакмивели и другие. Особо следует отметить, что в слове сацебели выделяется корень цеп, который происходит от древнего грузинского слова «цеба». Глагольная форма «цеба» и ее семантическое значение являются весомым и неопровержимым аргументом, подтверждающим грузинское, картвельское происхождение слова «сацебели». Для наглядности и лучшего понимания значения «цеба» мы предлагаем углубиться в семантику двух производных от него глагольных форм «амацеба» и «чацеба». Амацеба – это обмакивание чего-либо в жидкость или сыпучую массу, а чацеба – это погружение, опускание чего-либо в жидкость или сыпучую массу на короткое время. Важно отметить, что чацеба также подразумевает всасывание жидкости или приклеивание к себе сыпучей массы. Как мы видим, изучение этимологии слова сацебели однозначно указывает на то, что все его составные части принадлежат грузинскому языку, и значение этого слова убедительно объясняется именно на грузинском языке. Непредвзятое изучение происхождения слова сацебели приводит нас к выводу, что оно было создано в картвельской языковой среде и его происхождение
никак не связано с абхазским, апсуйским языком. К сожалению, одна часть абхазской молодежи, не имея надлежащей научной подготовки в языкознании, пока еще остается в плену народной этимологии и искренне верит в пропагандистский нарратив сепаратистов, которые так старательно присваивают грузинское, нематериальное культурное наследие и утверждают, что Сацебели будто имеет абхазское происхождение. Несмотря на несомненное грузинское, картвельское происхождение, название этого грузинского соуса, абхаз Денис Гопия утверждает, что Сацебели – это абхазское слово асацебал. Факт, что Сацебели убедительно объясняется на грузинском языке, а если Денис Гопия все же намерен выявить связь между грузинским словом Сацебели и абхазским словом асацебал, тогда мы предлагаем ему рассмотреть вариант заимствования из грузинского языка в абхазский язык. Грузинские ученые критикуют абхазов за присвоение грузинского культурного наследия и разоблачают их фальсификационную деятельность, которой активно занимаются представители абхазского, апсуйского сепаратизма. Или, скажем, по поводу Сацебели. Ничего, что вообще-то Сацебели это абхазское слово асацбал. Вот. На самом деле, это тоже слово абхазское происхождение, об этом тоже сегодня мало кто в Абхазии знает. Вот. Ну, поэтому я потом сделать отдельный ролик. Значит, Денис, асацбал почему абхазское, объясните? Это абхазское слово. Асацбал почему абхазское, объясните? Это абхазское слово. Это абхазское слово. Я ваши грузинские традиции ебал, чтоб вы знали, на 16 этаже у кого родились. В абхазских домах на Маяке или на Новом районе. Я вашу маму ебал всех. Вот и все. И пускай теперь говорят, что Дамир нацию ебал. Я вашу нацию на 16 этаже ебал. Вот, таких проституток, как вы у абхаза, у каждого, у последней паскуды, за то, что у него абхазская фамилия, будете хуй сосать, ебаный.